было достаточно много людей, и было принято решение о создании культурного центра. Почему создавать культурный центр нужно было? Потому что нужно сохранять язык, обычаи, культуру, традиции, которые несколько стали забываться. И особенно центр актуален для молодежи. Почему? Потому что молодежь сегодня все-таки она хочет знать язык, но он не преподается в Казахстане. Мы занимаемся по тем учебникам, которые купили в Крыму. Поэтому сказать, что мы совсем просто собираемся разговаривать, нет. Хотя школа начиналась для того, чтобы знать свой разговорный язык, так как немногие дома говорят на родном языке, а этому мы уделяем очень большое внимание. Мен келіп мұнда пек істейдім, епсілермен танышма. Өзім милетім, өзім как лапларын хотела услышать. Ну, меня как-то выбрали руководителем культмассового сектора. Я сегодня пришла впервые, как говорится. Ну вот все уже, теперь буду ходить, всегда буду приходить, буду участвовать активно. Особую значимость мы уделяем Дню памяти. Это Дню памяти депортации. Выступают там наши обычно совет старейшин, читается Коран. С 2010 года в формате уже официальной организации мы поддерживаем отношения с диаспорами других стран, такими как Кыргызстан. В 2017 году посетили узбекистанскую диаспору. В 2015 году мы посетили Всемирный конгресс крымских татар в Анкаре. По нашей такой вот переписи примерно около 600 человек, проживают на территории Алматы и области. Вот. Но на мероприятия такие на масштабные порядка 130 человек приходят, это в среднем. Конечно, все тоскуют по родине, все хотят в Крым, но не у всех есть такая возможность. У нас или нам часто задают вопросы, а почему вы не переезжаете в Крым? Будучи в Крыму, я это слышала часто. А не переезжаем, потому что у многих семьи смешанные, и в этом возрасте уже оставлять детей или родственников оказывается намного тяжелее. Алуштадан ескен evler өзіме ұрды. Балалықтан кечкенерге көз яшым тұшты. Мен бұл evde yaşalamadım, yaşlığıma toyalmadım, ветаныма hasret oldum, ey güzel Kırım.